Здравствуйте, дорогие телезрители! Наконец-то мы начали снимать 3-й сезон. Мы решили посвятить конкретно определенным профессиям, которые важны. Начать мы решили с журналистики и, в принципе, с социальной деятельности. Посмотрим, как нам получится раскрыть эту профессию, потому что я пригласил сюда одну из самых замечательных наших журналистов, которая занимается не только самой журналистикой, но и общественной деятельностью. Вы занимаетесь еще и правами женщин, насколько я знаю. Это вот одна из многих наших тем просто. Да. Розита Герман. Спасибо. Я хотела, знаете, с самого начала сказать, что я вам, наверное, не подхожу, потому что я не считаю себя журналистом в классическом понимании, да, этого слова, потому что я не журналист, который работает в первую очередь на какие-то СМИ. Я не журналист, который пишет на общественно-политические темы острые, которые находятся в центре вот этих общественно-политических дискуссий. Я не журналист, который ходит на пресс-конференции, на какие-то важные, да, вот мероприятия, хотя, конечно, я бываю на каких-то мероприятиях, но которые важны конкретно для темы, которую я поднимаю. Но вы правильно сказали, то есть сфера моих личных интересов – это социум, это общество, все, что происходит здесь, все, что, на мой взгляд, двигает нас вперед. И я стараюсь, конечно, просто как человек, да, фокусироваться больше на позитиве, на каких-то аспектах, которые говорят о том, что мы не стоим на месте. Это и правильно, и я вас пригласил сюда именно поэтому, потому что вы не журналист как телевизионный или как, скажем, пишущий какие-то новости или освещаете какую-то государственную или политическую деятельность. Вы человек, который журналист, который независимый от этого всего. И так как вы работаете именно вот в социальной сфере. То есть я представляю фонд Асарки. Да, это вот фонд Асарки. Мы достаточно известная такая организация, это неправительственная общественная организация, которая уже 13 лет существует официально, и ее создавали, собственно говоря, как такую информационную поддержку различным гражданским инициативам, вот вообще, которые двигают вперед нас, да, в развитии демократического общества, да, вот, которое мы все строим. И в фокусе, кроме того, да, этой организации, это экологическая тема, это мы прям вот все записали, да, в уставе, да, защита и поддержка прав женщин, да, также многое мы делаем для поддержания нашей мультикультурной среды, потому что мы все представители различных национальных общин, я имею в виду сотрудники фонда. И нам очень эта тема близка, так, как бы, да, и этим мы тоже, да, вот заняты. И в целом, да, вот эта миссия, да, организации состоит в том, чтобы показывать аспекты, которые созидательные, да, вот, скажем, в нашем обществе. Ну, конечно, это не означает избегание, да, проблем, острых углов. Конечно, об этом у нас тоже есть, но все это все-таки вот с каким-то посылом, да, на свет в конце туннеля, скажем так. И вот что вы сейчас сказали про какие-то женские темы, вот должна сказать, что женская тема вот в нашей именно организации, я сейчас говорю, вы можете это потом вырезать, естественно. Я же ничего вырезать не... Это не нужно. Она возникла вот именно как отдельное прям направление несколько лет назад. То есть наш финансовый директор Елена Куичка вот непосредственно этим занимается, тоже достаточно известный человек как бы в обществе. И вот она конкретно занимается вот именно поддержкой женщин. Я скажу, что вот за этим термином стоит, да, потому что мы говорим все-таки о балансе интересов, да, мужчин и женщин в нашем обществе, потому что по Конституции у нас нет никакого неравенства. Конституция Абхазии предоставляет равные права всем. Но реальность, она немного отличается, и мы, конечно, видим, что у женщин не равны стартовые права, да, вот стартовые возможности, так, да, вот в нас, в нашем обществе. Это и в силу социокультурных причин, в силу экономических причин тоже, в силу определенной ментальности тоже. Там целый комплекс, да, вещей.
И вырисовываются какие-то острые очень проблемы, которые напрямую касаются женщин. Много лет назад, уже более 20 лет, у нас существует ассоциация женщин Абхазии, которая прям вот вплотную занимается этой темой. Они вот изначально продвигают этот вопрос. И когда только-только начались публикации на эту проблему, вот особенно в соцсетях, где есть обратная связь, люди воспринимали в штыки. Вот первая реакция была отрицание. У нас этой проблемы нет. Вы специально... Привыкли... Да, то есть вы пытаетесь разрушить институт семьи, вы сейчас вот вмешиваетесь в наши, да, вот изначально такие вот очень такие традиционные отношения между мужчиной и женщиной. Это навязанные нам проблемы. У нас есть вот такие какие-то аргументы звучали, и очень сложно было, знаете, эту тему продвигать. А мы тоже, как очень много в проектах участвовали вот именно этой организации. Я сама снимала много роликов вот на тему домашнего насилия. Это очень так аккуратно, естественно. Как бы потом постепенно стала появляться хоть какая-то статистика, потому что вначале никто даже не изучал ситуацию. Стали слышны робкие голоса женщин, которые не на камеру, но рассказывали свои истории. И вот вы знаете, за вот много лет, боюсь уже сказать точно, да, сколько удалось переломить всю же ситуацию, потому что сегодня такие публикации совершенно не вызывают отторжения. Сегодня люди воспринимают это как факт. Да, мы ничем не отличаемся от других стран в этом смысле. Да, у нас тоже есть эта проблема, и даже есть уже шаги, которые предпринимаются для ее решения. Уже есть центр в той же ассоциации женщин Абхазии, куда женщины могут обратиться за помощью, и на телевидении часто идет бегущая строка с телефонами за бесплатной юридической, за бесплатной психологической помощью. Да, это еще не убежище, не центр, где они могут, да, вот получить вот такое убежище, да, в какой-то острой ситуации. Но уже есть подвижки, и люди обращаются, уже есть большая статистика этих обращений, специфика. А ведь не забывайте, это семьи, в которых есть дети. Это отдельная тема, это дети, страдающие вот в этой ситуации. И есть общественные уже организации, которые вот непосредственно проблемой детей занимаются у нас. Это тоже отдельная, да, вот тема. Но посмотрите, вот в центре всего этого стоит кто? Женщина. Да? То есть все-таки вот уязвимость такая, да. Ну, наверное, есть семьи, где страдают мужчины от насилия. Я понимаю, что и такой же бывает. Я читал недавно о таком, что на самом деле, ну, это не абхазская практика, не в Абхазии, а мировая практика о том, что даже со стороны женщин может быть насилие. Подозреваю, в Абхазии в этом смысле отстаёт. Очень сильно, я думаю, надеюсь, очень сильно отстаёт. Честно говоря, тема не для того, чтобы... Да, не для смеха совершенно, проблема есть. Но я вот рада тому, что, несмотря на все сложности, у нас все-таки есть люди, которые заняты этой темой, да, они делают исследования, они пытаются помочь, они продвигают закон о домашнем насилии, который до сих пор не принят парламентом. И они работают. В общем-то, это тоже нас неплохо характеризует. Да. Ну, мы чуть-чуть далеко ушли с вами. Я вообще хотел поговорить о том, что как вы вообще пришли к журналистике? Что вас сподвигло быть журналистом и не телевизионным, а именно работать в общественном направлении? Вы знаете, я не всегда работала в общественном направлении. Ну, в общем-то, я просто в школе любила русский язык, литературу. Я писала, видно, хорошо сочинения. И когда стал вопрос, куда идти после школы, захотелось вот журналистика, ну, мне казалось, это довольно-таки модное, да, направление. На тот момент в Абхазском госуниверситете был абхазский сектор. И я поступила на филологический факультет, который закончила, и совершенно не жалею об этом, потому что, в принципе, получила хорошее гуманитарное образование. И ведь для того, чтобы быть журналистом, вы понимаете, сегодня вообще очевидно, что даже не нужно никакого спецобразования, важны навыки. Важны и талант очень. Талант и желание. И не важно быть, важно, конечно, иметь какую-то профессию, важно быть грамотным человеком, тут не поспоришь.
Ну и вот еще раз на эту тему. Вы вообще в курсе, что эта профессия одна из первых, которая вот на вымирание? Да. Потому что сейчас журналистика очень сильно градирована, потому что просто писать новости может уже искусственный интеллект. А вот Не только писать новости, но и много чего сценарии другого, уже, конечно. картины. Но вот авторский текст, конечно, интеллект не заменит с точки зрения наполнения чувствами, эмоциями. И тут это уже блог. Да. То есть тут уже блогер появился. А, собственно говоря, журналист, да, который работает в определенном СМИ, собирает, фиксирует, придает форму и распространяет информацию, он уже как звено, в принципе, и не нужен. Тем более беспристрастную информацию, да, не приправленную собственным отношением, это делает робот сегодня. Многие борются за справедливую и за правдивую журналистику. Но Вы понимаете, как вот авторская журналистика, она тоже может быть, да, но там она правдивая и справедливая до тех пор, пока ты разделяешь мнение автора. Как только ваши мнения расходятся, он становится предвзятым, да? Очень для тонкая этого вещь. существует и расследование. Ну, на мой взгляд, если ты журналист, то ты обязан предоставить какие-то доказательства своим словам. Да, понятно, но вот мы уже все-таки субъективный фактор присутствует. Человек может взять во внимание одни доказательства, другие вывести из своего поля зрения. На взгляд обывателя все будет выглядеть очевидно, да, ну как бы дело совести, дело целей, задач. Опять же, да, далеко сейчас уйдем. Вы спросили, как я стала журналистом. Ну вот в итоге я вот закончила филологический факультет, постоянно держала в поле зрения журналистику, и даже уже будучи студентом в Республику Абхазию пришла на практику. Вот нас даже приняли, ну как бы вот давали возможность что-то делать, а потом я всегда мечтала делать что-то более яркое. Меня взяли на работу в нужную газету. Я 9 лет была журналистом нужной газеты. И как раз занималась общественно-политической деятельностью и ходила на пресс-конференции, и делала много еще чего. И это была прекрасная школа жизни, где я, собственно говоря, научилась писать. И вот да, занималась, на мой взгляд, вот тогда действительно именно вот остро, да, таким вот общественно-политическими темами. Но потом я как раз хотела быть на телевидении. Вы думаете, я этого не хотела? Ну, потому что, когда ты начинаешь расти в какой-то сфере, в определенной, и вот ты уже пишешь, да, тебя узнают, ты молод, и тебе, конечно, хочется идти дальше. Но нет, вот тогда я была уверена, что я буду вести ток-шоу для того, чтобы принести пользу обществу. Конечно же, потому что лучше меня, наверное, никто этого не делает, но они пока об этом не знают, конечно. Но вот когда я приду, у меня были такие больше мысли, я сейчас это признаю себе честно. Но тогда я была уверена, что я исхожу из пользы. Ну, Но я не дошла до телевидения, хотя я все-таки стала заниматься видео. То есть, когда вот возник фонд, и появилась возможность снимать, да, и я за эту возможность ухватилась, ничего не умея. Появилась возможность учиться, и достаточно много лет я учусь, и до сих пор продолжаю учиться, абсолютно не считая себя никаким профессионалом. Хотя, да, я сама снимаю сюжеты уже сама. То есть и сама их монтирую. Фонда Асарка телевидение. Дело в том, что фонд Асарки долгое время в интернете существовал как телестудия Асарки. Мы даже всего 2 года... Он изначально снимал сюжеты и статьи, но как бы многие люди, зная, что вот есть телестудия Асарки, как бы, да, у нас большая, честно говоря, вот за эти 13 лет, то есть работа именно в социальной, опять же, да, сфере. У нас помимо сотрудничества с общественными организациями, да, мы и с государственными организациями работали, мы на телевидении, серия наших передач тоже шла неоднократно, да, вот на разные какие-то темы, были такие тоже моменты в нашей истории. Вот. И только 2 года назад мы переименовали страницу в Фейсбуке на страницу фонд Асарки, чтобы быть все-таки честными перед читателями, потому что никакой телестудии нет, но есть мы, есть наша деятельность, которую мы там тоже очень серьезно освещаем. И, в общем-то, занимаемся тем, что транслируем наши ценности, да, ценности, которые для нашего общества. Если говорить о ценностях и о работе, я так понял, спектр вашей работы огромен, но какая из тем вам больше всех близка? Развитие.
Вот сегодня я вот вплотную занимаюсь успешными, реализовавшимися женщинами. Ну, как занимаюсь? Я об них снимаю сюжеты, и я пишу о них статьи. И это женщины, они представители гражданского общества, но не всегда. То есть иногда это женщины, представители бизнеса, иногда это просто активистки, они сами не знают, что они представители гражданского общества, они просто делают то, что вот идет у них от души, там, не знаю, помогают людям регулярно, достаточно. Им самим так не кажется, что они делают какие-то глобальные вещи, но они часть вот этого сообщества, где вот эта деятельность приветствуется, и эта деятельность, она, в общем-то, в пользу идет для всех. Поэтому я о таких женщинах пишу, да, это модель для нас, для меня, вот для женщин других, как у нас сегодня можно реализовываться, в какой сфере, и как это делают другие, и вот у них получается. Это совсем не означает, что они идеальны или что они абсолютно счастливы, но уж с одним у них точно все в порядке, вот с чувством самореализации. Они чувствуют себя востребованными, они понимают, что они на своем месте. Вот это очень важное качество, ощущение, которое качество жизни заметно повышает, да? Когда ты чувствуешь, что ты вот делаешь что-то, и ты делаешь это с кайфом, получаешь от этого удовольствие, обратную связь, пользу, твоя жизнь абсолютно качественная в такой момент. Вы работаете исключительно с женщинами? Нет. Далеко не исключительно. Это всего лишь одна из направлений, да, вот, которые вот мы освещаем, и я лично, да, вот для себя сейчас у меня много на эту тему. Но при этом, Бог мой, чем мы только не занимаемся, да, потому что слово «развитие», оно предполагает вот массу вещей. Я вопрос задаю, потому что вы в основном сейчас говорили о женщинах, и чтобы наши люди не подумали, что вы феминистка, которая борется со всеми мужчинами и мужа-ненавистница, поэтому задаю вопрос. Вы, как журналист, наверняка знакомы с термином «феминист» и «феминистка». Можете вкратце рассказать, что это за движение? Потому что, насколько я знаю, у нас в Абхазии эту тему никто не раскрывает и никто не объясняет, что это. Вы знаете, даже другие женщины, вот общественные организации, которые занимаются, да, вот темой женщин, они этим термином особо не злоупотребляют, потому что так вышло. Феминизм — это движение, мировое движение за права женщин, если конкретно. Но за свою историю получилось так, что это движение ассоциируется с такой-то борьбой, да, вот конкретной агрессией, да, борьба — это всегда агрессия. Суфражизм, я бы это сказал. Это крайне. И, конечно, ассоциации у обычных людей всегда вот они сейчас будут они борются, они хотят нас, да, этих мужчин там загасить, они сами хотят быть как мужчины. И так далее. То есть, поэтому этот термин избегается, но на самом деле я его совершенно не вижу никакой угрозы и ничего такого. Но надо понимать, да, для начала все-таки, почему женщине нужно сегодня в Абхазии хоть как-то, да, заявлять о каких-то своих правах. Разве они нарушаются? Да, я тоже понимаю, что если проводить опросы, а мы их проводили, и не только мы, на улицах, мужчины, правда, не понимают, они не то, что не поддерживают или против, они просто не понимают, о чем идет речь, правда? Посмотрите, много у нас сегодня женщин в парламенте, вот сколько? Я вообще... А в прошлом парламенте сколько было женщин? Не знаю. Одна. А вот просто парламент принял закон о запрете абортов. И вот там была всего одна женщина. Он принял этот закон даже не... даже вот, знаете, обычно все-таки в абхазской культуре обсуждение коллективное — это вообще вот такой вот один из основных, да, принципов. Без обсуждения этот закон был принят. И потом уже после, конечно, стали люди выступать, протестовать, но уже было поздно. И вот эта единственная женщина, она тоже как бы, да, не была там активна. Но ситуация в чем? За много лет, как мы видим, в 2018, если не ошибаюсь, закон был принят, никаких подвижек в демографии мы не видим. Более того, сегодня, в прошлом году, к сожалению, это печальная тенденция, но смертность превысила рождаемость в Абхазии по официальной статистике.
Второй момент — это то, что, вы понимаете, даже по медицинским показаниям, когда женщине, да, вот стоит угроза смерти самой женщины, и есть очевидно, что ребенок, он еще жив в ее утробе, но он может умереть сразу после рождения, если вообще родится. И даже при этом она не может сделать аборт, но мне кажется, это совершенно бесчеловечно. То есть до такой степени? Да. Да, я вам скажу, были случаи, когда женщины ходили в парламент и в президенту за письменным разрешением, я не знаю, вот как-то это за то, что вот им разрешили. Это те, кто, естественно, не смог уехать сделать аборт, потому что это обычная практика. То есть никаких целей этот закон не достиг, а женщин ситуацию только уж усугубил, конечно. Это всего один из примеров, по которым я вам говорю. Так, давайте на другую тему чуть-чуть перейдем. Вы сказали, мне там целый список же, ну, если он хочет, давайте будем говорить об этом. Ну, это общий список, я могу там некоторые вопросы не задавать, это как у нас разговор пойдет. Сейчас в мире идет огромная информационная борьба. Я бы сказал, война. И телевидение, и Инстаграм, и Фейсбук, и Твиттер, все эти соцсети, когда ты смотришь, тебе тошно становится. Как нужно фильтровать информацию? Есть ли какой-то у вас, допустим, способ фильтровать информацию, из-за которой вы, вечером, зайдя в интернет, чтобы вы не впали в депрессию? Вы знаете, я сама недавно, вела тренинги примерно на эти темы. Есть вообще такое понятие медиаграмотности. И мне кажется, уже мы дошли до той ситуации, когда это надо преподавать в школах. Это действительно о том, как фильтровать, как вообще гигиена информационная, да, как она должна соблюдаться, чтобы ты или не стал роботом, или совсем не ушел, да, от каких-то важных вещей, да, соблюдал опять этот важный баланс. У меня нет ответа на этот вопрос. У каждого собственный рецепт, но я отвечаю на него, знаете как? Сделайте собственную жизнь интересной, реальную. Тогда вам будет не до этого потока в интернете, понимаете? Это очень сложная тема, да, вот сейчас поумничала. Но просто, правда, люди, которые заняты больше своей жизнью, собственными вещами, да, наполнением себя, да, своим ощущением радости жизни. Они заняты творчеством, работой, собственным делом. Они читают книги, они смотрят фильмы. Им не до этого мусора, да, информационного, который действительно его стало много. Понимаете? А когда человек, мозг, да, он же тоже его надо кормить каждый раз. Все будет зависеть от того, чем ты его кормишь. А выбор все-таки идет от нас. Тоже очень сложная тема, потому что формируют ли у нас детей в школе таким образом, чтобы они искали, действительно кормили свой мозг достойной информацией, а не ели этот фастфуд, который в готовом виде уже предоставлен. У меня большой вопрос. У нас, я надеюсь, сейчас ведут переговоры с преподавателями. Кто из них согласится прийти к нам на передачу, обязательно задам этот вопрос и поговорю на эту тему с молодыми преподавателями. Есть такие, которые, знаешь, они проходят сами тренинги, развиваются, и у них дети просто кайфуют на уроках. Есть такие, найди таких. Обязательно. Как вам удается быть постоянно в работе и при этом быть мамой? Знаешь, это совсем не сложная работа, и я не работаю постоянно. Это ответ. Но если расшифровать, то есть, понимаете, когда ты занимаешься своим любимым делом, то я не называю вообще работой. Это мое дело, да? Просто у меня есть большая роскошь, я сама для себя расписание составляю, когда я занимаюсь в то время, когда позволяет, да, дистанционно, вечерами, ночами, то есть в тот момент, когда ребенок в садике сейчас уже. То есть я, конечно, не могу 24 часа уделять работе. Это первое. Второе, то, что когда работа тебе в удовольствие, она совершенно тебе не сложна.
ты находишь на нее, да, у тебя есть там много чего удобного, хорошего, почему она не в напряг. И что касается мамочка, то да, я не сторонница того, чтобы вот родить, да, ребенка в зрелом возрасте и отдать его няням, да, вот тогда смысл в этом всего. Я хочу наслаждаться, конечно, общением со своим ребенком, поэтому у нас вот все-таки тоже на это очень много времени, да, вот семья, если не заниматься семьей, вот заниматься работой, конечно, будут большие сложности. И очень сложно мне поверить, что вот люди, которые действительно много работают, и я просто сравнения не иду вот со многими примерами, что у них все может быть идеально, да, у них еще по 2, по 3 детей, и не знаю, мне было бы сложно, я бы не смогла вот удерживать все это вот в идеальном состоянии, точно. В чем вы видите свой моральный долг перед своими зрителями и читателями? Очень так ответственно нужно ответить. Я вижу свой долг, на самом деле, в трансляции вот важных ценностей, моих прежде всего, да, ну вот таких ценностей, которые вот позволяют нашему обществу развиваться. Вот это очень, эти ценности, они соответствуют нашему обществу, да, и вот постоянно о них напоминать, что мы вот такие. У нас традиция была 2 сезона, и, надеюсь, мы продолжим ее на 3-м сезоне. И мы просим наших гостей, смотря на камеру, пожелать нашим зрителям и молодежи от себя что-нибудь. Вот в эту камеру мне нужно желать, да. Я все же считаю, что особенно для молодых людей самое первое, что нужно сделать, вот работая над собой, это узнать себя, как следует изучить себя, что мы представляем изнутри, чего мы хотим, какие у нас цели. Да, это целый комплекс вопросов, они иногда кажутся очевидными, но на самом деле у многих уходит целая жизнь, чтобы понять, вот, что это такое. Без ответов на этот вопрос, да, на эти вопросы, вы никогда не сможете двигаться дальше. Это все равно ответы придут, но через очень жесткий какой-то опыт и так далее. А сегодня у вас просто есть время для этого. Немало времени, да, пока вот еще молод, пока нет семьи, нет какой-то, да, вот работы, куда уходит вся энергия. Есть время заняться собой, используйте его по максимуму. Спасибо вам большое за то, что прошли. И я хочу заранее вас поздравить с праздником. Спасибо. Это вам. Спасибо большое. Спасибо. Очень-очень приятно. Было приятно с вами поболтать, познакомиться. Дорогим телезрителям хочу пожелать, телезрительницам, хочу пожелать лишь счастья, добра, любви и всего самого наилучшего. С вами была передача «За чашечкой кофе». Смотрите нас каждую субботу. До свидания.